Госансамбль Ингушетии открывает официальную часть международного турнира по греко-римской борьбе. На этих 3 коврах за призовые места проведут схватки около 300 борцов со всей страны. Начиная от Ингушетии и заканчивая Красноярским краем, география участников регионов обширна. Развитие спорта – одно из важных направлений молодежной политики региона. Здоровье, здоровая спортивная молодежь – большой потенциал для всей страны, для ее будущего. Сегодняшний турнир дает вам возможность показать результат долгих тренировок, отработать технику борьбы и оценить своих соперников. Дух соревнований поможет вам расти и побеждать не только в спорте, но и в умении преодолевать любые жизненные трудности. Всем спортсменам желаю успехов. Пожелал Махмуд Алиевич Шарипович. В числе почетных гостей на турнире 2 олимпийских чемпиона – Назир Манкиев и Исламбек Альбиев. Эти двое ровно 14 лет назад, 12 августа 2008 года, стали победителями Олимпийских игр в Сочи. Сегодня же учат молодых, как побеждать. В первую очередь хочу всех поздравить с таким праздником. Соревнования – это большой праздник. Хочу пожелать спортсменам бескомпромиссной борьбы, удачи и всего самого наилучшего. Я надеюсь, те спортсмены, которые здесь выиграют, в дальнейшем станут и олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Я им желаю удачи. Первый международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров стартовал с этапа квалификации. Одним из первых на борцовский ковер вышел представитель Ингушетии Резван Чахкиев. В углу напротив атлет из Белоруссии. Борцы заняли центр ковра и начали давить на соперника. Первую часть схватки намного успешнее работал атлет из Белоруссии. Проведя несколько приемов, гость вышел значительно вперед и счет на табло составил 7-0. Еще один прием и Резван проиграл бы схватку досрочно. Но под занавес первого периода ингушский борец размочил счет и ушел на перерыв с разницей лишь в 3 очка. Заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса СССР, начальник юниорской сборной. Уже во втором периоде Резван перехватил инициативу и до конца схватки не отдал ни одного балла, в то время как сам заработал несколько и выиграл. Помогли родные стены и выносливость. На ковре С победу по баллам одержал Резван Чахкиев, Республика Ингушетия. Выносливость помогла поработать. Он уже в конце, сразу в начале поединка он отдал все силы, из-за этого сильно устал, поэтому я набрал балл, сумел выиграть. Что тебе помогло так серьезно вернуться? Болельщики. В то время на другом ковре борется еще один гость – Гаврила Крайнов. Он в этом году стал победителем первенства Белоруссии в весовой категории 82 килограмма и намерен повторить успех на этом турнире. Сначала борьба у белорусского атлета не заладилась, и он отдал 3 балла, но позже смог пересилить своего оппонента и выиграть схватку. Свою роль сыграла физическая сила. Сейчас облегчение чуть после разминки, схватки тяжеловато чуть. Продышался чуть. Получше сейчас будет уже. Как ты смог вернуться? Ну все, спокойствие главное. Не паниковать. Так вот и набрал балл. Что ты скажешь про соперника, насколько сильно? Ну, чуть не такого уровня. Дальше потяжелее будут, что надо готовиться. 200 борцов греко-римского стиля собрались во дворце спорта «Магаз», чтобы выявить сильнейших в 10 весовых категориях. На сегодняшний день это чемпионат как завершающий старт для уходящего года, который в этом году есть у нас по юниорам. Это 2002 год рождения. И поэтому календарь этого года, к сожалению, у нас, вы сами прекрасно знаете, по каким причинам в этом году был исправлен. И вот на призыв провести для уходящего года турнир, международный турнир для ребят сборной команды России. У нас откликнулась Республика Ингушетия, Магаз. И это результат как первенства мира, можем так даже считать, для сборной команды России, для уходящих ребят. Поэтому значение этого старта тяжело переоценить. Он очень важен для ребят, как старт для того, чтобы самоутвердиться и получить необходимый опыт международных соревнований. 2 года турнир памяти Алихана Калиматова проходил во всероссийском формате, но в этом стал международным. Лучших борцов-классиков страны для участия в соревнованиях привезла сборная Белоруссии. На данном этапе представители республики выступают с переменным успехом. Приехали одни из сильнейших ребят с Белоруссии.
На данный момент выступаем. То проигрываем, то выигрываем. Посмотрим, только начало, посмотрим, что будет дальше. Активно к турниру готовились ингушские спортсмены. Всего честь региона защищают 7 атлетов. Уже несколько человек прошли в следующий этап. Есть и те, кто проиграл свои схватки. Впервые в истории проходит такого формата мероприятия на территории нашей республики. Это и мотивация для наших спортсменов. Убежден, что по итогам мероприятия будет огромный поток в эту дисциплину. В первую очередь хочу я поблагодарить руководство нашей республики, потому что всю необходимую помощь они оказали нам в проведении этого мероприятия в лице, в первую очередь, нашего главы республики Калимата Мамата Эльмакшариповича, всего правительства и всех моих коллег. Это наша общая победа, и это наше общее мероприятие, которое сегодня имеет социально-политическое значение. Турнир по греко-римской борьбе носит имя Героя России Алихана Калиматова. В этом году он стал международным, что вызвало небывалый интерес у спортивного сообщества. Первые эмоции, первое впечатление, придя в зал, конечно, прекрасная организация. Вот я со своей стороны только могу поблагодарить и Министерство спорта Республики Ингушетия, правительство Республики Ингушетия и, конечно, Федерацию спортивной борьбы Республики за такую столь прекрасную организацию этого мероприятия. И желаю этому удачи турниру, памяти прославленного нашего героя Калиматова, чтобы он больше развивался и больше ребят приезжали сюда. Турнир по борьбе будет проходить 2 дня. Здесь разыграют медали в 10 весовых категориях. Финальные схватки состоятся 13 августа. За золотую медаль поборется и представитель Ингушетии Мухаммед Евлоев. Муслим Ганиев, Ахмед Горбаков, Магомед Даскиев, Магомед Шаухалов. Новости 24.